темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. «Темная ночь» – песня «Легенда», символ Великой Отечественной. Ее мелодия, простая и пронзительная, звучала в окопах и госпиталях, вселяя надежду. И именно она открывает сегодня кинофорум «Лента памяти». Здесь собрались те, для кого память о подвиге предков не пустые слова. Режиссеры, сценаристы, председатели региональных отделений Союза кинематографистов. Они едины во мнении. Кино – мощнейшее оружие в сохранении исторической правды, в воспитании патриотизма и в поддержке наших героев. Что-то вот сейчас замышляется даже вместе сделать, и будет здорово, если вы станете первыми зрителями каких-то моих новых проектов. Ну, а про то, что сегодня происходит, и про то событие, которое мы отмечаем, 80-летие Победы, и про ленту памяти могу сказать только одно, что меня очень тронуло исполнение песни просто до слез. Сохранение традиций, сохранение этой памяти и сохранение вот этого единения всех народов, наверное, России, даже всех народов Союза, Советского Союза. Вот это нужно хранить, ценить, и чтобы это единение, оно продолжалось. Только в этом единении, наверное, с помощью него мы и победим. Со сцены звучат слова, которые находят отклик в сердце каждого. Заслуженная артистка страны Галина Бакашевская обратилась к залу с речью о героях Великой Победы, чей подвиг бессмертен, и защитников нашего времени, участниках специальной военной операции, продолжающих славную традицию защиты Отечества. Она напомнила, есть такая профессия – Родину защищать, и это священный долг, честь и высшее призвание. По поводу детей подрастающего поколения, вот их-то надо не успеть как раз научить тому, чему нас учили. Любить, уважать Родину. И мы возобновили уроки мужества, назвали «Дорогами наших побед». И вот мы уже 1,5 года как выступаем в каждой школе Петербурга по 2-3 раза. Среди гостей и заслуженный артист России Сергей Кашонин. В Ингушетии он впервые. Признается, культура, гостеприимство, обычаи и природа не оставили его равнодушным. Оказавшись вчера в горах, почувствовал себя на вершине мира. С этой высоты полета я понимаю всю какую-то потрясающую вещь, когда кинематографисты Кавказа, Дагестана, Ингушетии, Чечни приезжают, собираются вместе хотя бы раз в год, обсуждают какие-то планы, мечтают о том, чтобы здесь появилась своя киностудия. У вас такие пейзажи, эти горы, там такие съемки можно делать. Кинофорум организован Ингушским республиканским отделением Союза кинематографистов при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры Республики и Центра театра, кино и креативных индустрий. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Тогда и сейчас мы защищаем свою страну, защищаем свое общество. Поэтому этот кинофорум прошел для того, чтобы уже мы понимали, создали целый портфель таких историй и уже могли какие-то фильмы снимать. Кинофорум «Лента памяти» в Магасе стал не просто культурным событием. Это мощный акт единения, живое свидетельство преемственности поколений и несгибаемости духа. Для Ингушетии, чьи сыны героически сражались под Малгобеком и сегодня проявляют отвагу в зоне СВО, проведение такого форума имеет особое значение. Он укрепляет патриотические основы, дает импульс кинематографу региона и ясно говорит: память о героях вечна, а поддержка нынешних защитников – наш общий долг. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магас 24.